Добрый вечер, это программа «7 дней плюс», и сегодня у нас в гостях, у меня написано достаточно короткое представление, кинорежиссер Ильшат Рахимбай. А как бы ты сам себя представил? Я вот себя представил, смотря на каком уровне, на нейробиологическом, психологическом или божественном. Так, поэтому, да. давай выбирай, представляйся. Да. Но на этой планете меня зовут Ильшат Рахимбай. Я человек, homo sapiens, надеюсь, оправдываю свое существование здесь. Что касается профессии, на данный момент как раз-таки метаморфоза происходит, или, может, симбиоз между кинорежиссером и продюсером, потому что в сфере последних событий и будущих событий все-таки сейчас приходит понимание, что продюсирование, оно немного еще шире, чем режиссирование, намного шире в понимании того, как ты влияешь на мир, как ты можешь держать под контролем эту работу, поэтому, наверное, можно добавить продюсера еще. Добавляем тогда продюсер. Спасибо. И глядя на тебя сейчас, в том образе, в котором ты пришел, я так понимаю, это любитель эпатажа, несмотря ни на что? Я бы так не говорил, но можете так считать. Я считать. думаю, что не вся зрительская аудитория примет образ кинорежиссера, тем более кинорежиссера, который работает с татарским кино, с национальным кино. И, например, с национальным роликом, национальную тематику, с которым мы как раз начнем разговор. Я думаю, что это не совсем соотносится, как мне кажется. Итак, мы уже как-то разговаривали с вами, сейчас мы все-таки продолжим эту тему. Действительно, соцсети до сих пор бурлят после вашего нового ролика про татарскую семью и мир будущего. Сеанс окончен. Ну что, вам все понравилось? Как впечатление? Очень круто. Почему, на ваш взгляд, это шокировало и вызвало такое, честно говоря, общественный резонанс, да? Давайте назовем его так. Удивительно, наверное, я должен был это рассчитать, но все-таки такого расчета не было, что такое внимание будет к этой серии и именно к этому ролику. Я понимал, что он, такой интересный, там есть элемент вирусовости, но то, что это как раз-таки задело, вот это слово, да, задело многих, и такое внимание пошло, такое количество репостов, просмотров, для меня, наверное, где-то, колокольчик как бы прозвенел, что эта тема все-таки трогает людей, и вот попытка поговорить на эту тему, причем на простом уровне, там ничего такого нет, это вполне ожидаемый ролик, в этом ничего как будто бы удивительного нет, в этой а-ля фантастике, а-ля нашей реалии. И вот я понял, что люди склонны все-таки задумываться о таких вещах, и для меня это какой-то новый пласт, новая плоскость для того, чтобы задуматься об этой проблематике, возможно, еще глубже ее изучить. Если бы этот ролик, если бы это все вышло, буквально 2-3 года назад, 5 лет назад, как думаешь, вообще была бы какая-то реакция на... Или это прошло как обычный ролик, набрав 5 лайков и поехали дальше? Нет, я думаю, если бы мы его сняли в таком же качестве, 5 лет назад, то, наверное, тогда было бы еще больше внимания, я так думаю. Потому что в то время такое качество ценилось бы больше. Если говорить о качестве, если говорить о содержании. А если говорить о содержании, то по моему мнению, мне кажется, был бы примерно такой же эффект.
То есть ты не считаешь, что именно сейчас идет какой-то взлет такого, как в 90-е когда-то был, да, рост национального самосознания, интерес к национальной самоидентичности? Думаю, есть такое. Думаю, есть такое, и с каждым годом, ну, то есть время, несомненно, разрушает какие-то элементы там, пространства, народности, языка, культуры, ну, то есть люди уходят, то есть там моим дедушке и бабушке там уже по 90, то есть каждым годом этот культурный код, который несли они, он уже все меньше, 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 и, возможно, там за последние 5 лет как раз-таки произошло, с одной стороны, вот уменьшение всего этого, то есть язык, на самом деле, вот есть, наверное, какая-нибудь машина или люди, которые считывают, на сколько процентов пропал язык, сколько процентов слов пропало, например, с нашего языка. Это же, несомненно, происходит. И на основе этого пришла новая молодежь, новое поколение, которые более осознанные, они могут размышлять о каких-то других темах, им не нужно там, как в 90-х, там, думать о том, как выжить, что поесть, не украдут ли у меня шапку, как бы перед театром Камала. И сейчас есть возможность думать о более таких вещах, не совсем инстинктивных. Наверное, вот произошел какой-то момент осознания, что мы к той точке приходим, и есть возможность что-то где-то спасти, что-то где-то поймать. Но когда приходят новые люди, как правило, они меняют все. Вот в этой ситуации, как сейчас новая, ну, не знаю, модно ли для вас это слово плеяда, новая интеллигенция татарская, каким образом, что она с собой возьмет? Вопрос в том, что, наверное, сейчас уже на самом деле и нужно разговаривать о том, каким образом переконвертируется весь этот код, который вот сохранялся в той форме у тех Homo sapiens, которые были до нас. Мы сейчас все уже, наверное, просекли, что мы идем сейчас к новому виду, там, к Homo sapiens кибернетикусу, и этого не избежать. И, то есть мы уже вошли в эту эру. И в какой форме сохранится, и в принципе сохранится ли этот культурный код там, вот в чем вопрос. И вот новая молодежь, вот эта новая плеяда, наверное, должна разговаривать об этом. Я уверен, что те песни, те слова, те стихи, те танцы, те орнаменты и силу, которую они имели на тот момент, они не сохранятся в той форме и не будут вникать в нашу жизнь в той форме, в которой они вникали там, у наших дедушек и бабушек. И не будут приносить той силы, например, орнаменты, там, не пропускать чужих существ через окна. Поэтому там стоят орнаменты. Это абсолютно, да? Да. То есть мы уже работаем с другими видами энергии, мы переосмыслили и переделали все эти эгрегоры уже совсем под другие структуры, и те вещи, которые играли роль там, на самом деле они играли там религии, да, та же самая, как мощную роль она играла там в татарском мире, там даже в 19-м, там, в начале 20-го, да. Мы сейчас этого не можем сказать, что религия играет такую роль. То есть происходит, ну, метаморфоза абсолютно, то есть ее можно почувствовать, ее можно увидеть, и сейчас нужно разговаривать, мне кажется, уже о новой эре, не о том, как сохранять, а о том, как переконвертировать, и нужно ли переконвертировать, и для чего переконвертировать. Я сейчас представляю, как нас слушают телезрители или слушают в Ютьюбе наши пользователи. Я представляю, какую реакцию мы получаем, особенно от поколения, ну, например, 50+, 55+. Да. Что бы вы могли сказать им, чтобы не напугать? Не напугать? Успокоить. Мы все умрем. Все равно. Все умрем. На данный момент наше... Да, с улыбкой это воспринимаю. Так, хорошо. Наше поколение, по крайней мере, умрет. А вот следующее поколение уже всерьез задумалось о том, как, например, скачать свое сознание там, в компьютер и сохранить его там. И люди всерьез там Тимоти Лейли, может, слышали, ученый, как бы, да, великий.
там Митио Каку, который изучает там мозг там всю жизнь, они всерьез уже задумываются и на данный момент придумывают аппараты, которые могут сохранить сознание навсегда. Вернемся к национальному кинематографу, через который вы все-таки... Это прошлое для вас, национальный кинематограф? Пока нет. Пока нет. Учитывая, что он не прошлое, и мы еще живы, что вы сегодня вкладываете в понятие национальный кинематограф, и почему вы в нем видите будущее? На самом деле, если говорить честно, на языке профессионала, на самом деле нет, нет истины никакой, да? Нет истины, естественно. И самое главное свойство реальности, про которое забывают все ученые, какое? Какое? Реальность постоянно меняется. Это его свойство. Это его свойство. И на этом отсюда исходят и все постулаты, и все теории, и любой закон нужно рассматривать с точки зрения того, что он меняется. Я это к чему? Я это к тому, что да, можно рассматривать можно рассматривать этот вопрос про национальный кинематограф так, как будто бы это понятие существует, национальный кинематограф. Но есть другая реальность, которая считает, что такого понятия не может существовать, потому что у кинематографа нет нации, нет языка. То есть есть киноязык, который сам собой уже являет абсолютную истину в той матрице, в которой он существует. Вы сейчас пока где находитесь? Я стремлюсь к тому, чтобы язык кино, который язык кино, не его язык, на котором разговаривают актеры, был понят всеми людьми планеты, как бы вне зависимости от их там рас, национальности, языков. То есть кино должно нести на самом деле общечеловеческие ценности, и он должен говорить о проблемах людей в принципе, в рамках которого, конечно же, может существовать национальные проблемы, но поэтому упираться в то, что национальный язык может быть только снят на национальном языке, для меня не совсем является каким-то таким постулатом. Ну, вот вы собирались создать интернет-платформу, да, для просмотра всех работ татарстанского кинематографа. Я не ошибаюсь, если эта задача еще стоит. Символической платой за контент, в общем-то, достаточно модная идея. На какой стадии сейчас реализуется этот проект? И насколько, как вы считаете, уже в этой ситуации, как продюсер, эта интернет-платформа будет востребована? Реалии, на самом деле, они достаточно плачевные. То есть вы сейчас как продюсер оцениваете, что это, если как бизнес, это условно, это тупик. Это тупик, утопия, потому что люди в Татарстане, вот эта масса людей, которые, так скажем, употребляет продукт татарстанский, да, она не готова. Она на данный момент не готова окупать эти фильмы. Это может быть какое-то движение. Вот мы дальше эту стратегию еще мы не продумывали. Как, например, ее, естественно, можно довести до ума. Довести до ума так, чтобы потихоньку туда привлекать зрителей, вовлекать. И как оно может начать оборачивать деньги. Вот вы говорите, что не готовы платить. А смотреть-то вообще готовы? Что бы вы на эту интернет-платформу загрузили в первую очередь? Что бы мы там увидели? Апипу. Одна Апипа? Нет, Апипа в первую очередь мы загрузили бы, потому что на данный момент я все-таки считаю, то есть я не хвастаюсь, но я насмотренный по татарстанским, это не такая сложная задача, быть насмотренным по татарстанским фильмам, на самом деле, потому что их не так много. Вот чем вы наполняли? На данный момент Апипа пока, вот, например, единственный смотрибельный формат, там, где есть юмор, где есть, по всем правилам какое-то понимание того, что это контент зрительский. Осенний призыв все ближе. Для одних это возможность отдать долг родине, а для других потерянный город. Айтуганов здесь проживает. Hürmetli tamaşaçılar, hayırlı iş, isen misiniz? Әлмәткә билет бармы? Siz mügayen İldar'dır. Яңа баянчыбыз Илдар Амиров. Баттак, автобус этләргә кирәк. Happy ансамбле. У нас в Татарстане хватает всем пластам своего контента. Но у нас нет качественного
качественной индустрии, это 100%. У нас выделяется минимальное количество денег на производство фильмов. У нас минимальное количество... То есть вы сейчас опять видите проблему в деньгах? И я вспоминаю, что вы даже как-то объявляли сбор народных денег на производство вашей короткометражки «Представь». Это был тогда шаг отчаяния? Нет, это я не шаг отчаяния. То есть я, в принципе, человек, который... я не стараюсь ждать, что кто-то мне как бы подведет этот, да? На блюдечке там поднесет как бы бюджет и что-то. Кино — это всегда индивидуальные проекты, но должна существовать индустрия, там кинокомиссия, да, та же самая кинокомиссия, которая вот эти вопросы регулирует. То есть авторы, я не говорю про студентов, но люди, которые старались, что-то уже как бы что-то создавали, что-то доказали, что они в принципе дееспособны и талантливы создать хорошее кино, для того, чтобы они могли расти дальше и создавать более глубокие вещи, более качественные и дать больше количества в этом. Финансирования нет. Финансирование есть, но оно настолько минимальное, но оно не позволяет прокрутиться этой индустрии, где люди, не думая о деньгах, просто могут заняться легко творчеством, не уходя в рекламу, не уходя в дурацкие заводские какие-то вы сейчас фильмы. разговариваете как классический кинорежиссер татарстанского кинематографа, который говорит: а мне не дают денег, поэтому я не снимаю нормального кино. Я на самом деле ловлю, наверное, вибрации общины кинематографической Татарстана. Про себя я никогда не стал бы жаловаться, что у меня что-то не получается, потому что, если у человека есть желание и понимание того, что он реально хочет и что-то хочет создавать, в Татарстане все двери пока открыты. Люди открытые, там, министр культуры самый открытый как бы человек. И я не вижу никаких преград для того, чтобы биться. Но для того, чтобы... Но этот вопрос не должен касаться одного-двух людей. Мы когда говорим про индустрию и про то, что нужно как бы культурный пласт какой-то изменить на другой качественный... Ротация, это должна быть бесконечная. Ротация это должна быть очень емкая, понятная сумма, которая через очень адекватную комиссию и очень адекватных экспертов распределяется адекватным, понятным творцам, которые создают вот этот пласт. Что сейчас нужно сделать? То есть от того, что сейчас мы разговариваем, мы говорим, вот плохо, вот здесь киноиндустрия не работает. Все, Так, первое, создать кинокомиссию. Это очень важно. Кого включаем в кинокомиссию? Всех адекватных. Начиная как бы с Союза кинематографистов, министерства, с приглашением специалистов в этой области, номера у которых у меня есть там, как бы с Москвы, которые изучали в регионах, как эти структуры работают и как они могут быть полезны, как могут совмещаться друг с другом. То есть такая, вы считаете, что это объективная кинокомиссия? Да, эти люди, они все... И вы проходите через конкурс? Да, все мы друг другу знаем, создается конкурс, все это представляется. Там, на самом деле, проекты кинокомиссии уже есть, они уже создаются. Просто нужно об этом говорить. А почему об этом, как старый волк, как будто бы классически говорю? Потому что об этом нужно говорить. Об этом должны знать люди, которые принимают решения. То есть мы только этого не можем изменить. Важность этого и плоды, которые придут там через 5, 10, 15 лет, они на следующий год. Это нужно осознанно понимать, и нужно принимать соответствующие решения. Как вы считаете, вы пройдете через эту кинокомиссию? Насколько вы понятны? Если это, условно, кинокомиссия — это фокус-группа, да, определенно? Нет, но все равно не это группа, которая поняли, определяет. кинокомиссия — это не группа, это орган, который управляет всеми процессами, которые... Я понимаю, и финансовыми, и так далее, и так Среди далее. них есть экспертная комиссия, это всего лишь комиссия. Но все равно они должны понимать, во что это превратится. Либо они вкладывают это как благотворительность, да, в создание определенного национального кино, которое будет популяризировать, пропагандировать, развивать, сохранять и так далее. Либо они должны понимать, что это кино завоюет широкую аудиторию. Вы считаете, что ваше кино завоюет широкую аудиторию и будет действительно популярно, и исполнит эту цель и задачу? Выбор за нами, на самом деле. То есть сейчас, на данный момент, зная, какие реалии сейчас, например, в киноиндустрии, мы понимаем, что, естественно, мы не можем догнать Голливуд, тот же самый, да, то есть создавать какие-то супергеройские фильмы, которые будут захватывать все кинотеатры мира. Естественно,
Нет, не о таких объемах идет речь, но тем не менее мы видим молодых авторов, там, европейских, тех же самых, которые создают там жанровое кино, там, в стиле хоррор, триллер, там, комедии, очень локальных, очень малобюджетных, там, зарабатывают x100 на этом и делают индустрию. Ну что у нас-то не так? Ну, неужели один госорган, одна кинокомиссия, которая может влиять на то, что в национальном кино нет? Нужна почва. А что для этой на почвы? этой Чем ее почве, удобрять чтобы нужно? вылечить как бы менталитетные какие-то убеждения. Очень много пластов, на самом деле, психологических и творческих, которые задерживают вот эту энергию. То есть мы находимся в рамках определенных, которые нам не дают, Да, просто то есть условно. Мы не создавая можем выйти. эту почву, нам еще нужно закладывать время на то, чтобы мы вылечились через фильмы те же самые, через проживание каких-то болезней. Ну вот как сделал, например, Сакуров, да, Александр, он взял по своему желанию, поехал там в Нальчик, собрал там курсовую свою, да, курс из кинематографистов, 5 лет их не выпускал там из мастерской, и вот люди переосмыслили вот эту фактуру, вот эти истории, которые там уже жили, и через призму мастерской хорошей, грубо говоря, да, и вот мы как бы Кантемир, там, который захватил и Оскар, и там в шорт-листе побыл, и в Каннах 2 раза участвовал, и о нем говорят весь мир, он снимает уже сериалы, и об этом говорят. Вам есть кого собрать? Вообще сегодня есть проблема, хорошо, денег нет, да, условно, либо деньги есть, Есть они на самом деле. Но не у вас, Они не есть. всем, и не так достаются, хорошо. Есть ли актеры? Особенно говорящие на татарском языке. Есть ли те люди, которых, как Сакуров, можно собрать, накрутить, создать и выдать продукт, который будет в дальнейшем определять развитие национальной кинематографии? Есть люди такие, как Сакуров, но для того, чтобы они приехали сюда, чтобы они создали здесь мастерскую, посвятили 5 лет там, своей жизни здесь, в Казани, как бы людям, которые... А вы эту миссию сами не хотите взять на себя, если вы сейчас об этом говорите? Ну, я думаю, я далеко еще не тот, который как бы свое мастерство... А есть кто-то Мне нужен мастер. Вам нужен Сакуров, а кто... В Татарстане нет мастеров. В Татарстане Нет, мастеров? конечно. Нет, то есть на том уровне, то есть, чтобы никто не обиделся, на том уровне, на котором нужно поднимать татарстанское кино, у нас здесь куча фактуры, куча историй. То есть, когда люди начинают слышать, понимать... Вот, Это одно большое кино. Да, вся наша история, все эти истории, все эти затопленные там вот эти вещи. То есть здесь куча менталитетных проблем. Из этого можно вытаскивать кучу очень интересного. Просто нужно собрать. Классический вопрос в конце программы всегда звучит так. А что для вас значит быть татарином? Вы можете на него ответить? Простым ответом? Таким ответом, который вам присущ. Хорошо. Быть татарином для меня – это иметь свой уникальный взгляд на мир и выстраивать свое уникальное отношение с реальностью, если вы понимаете, о чем я. Мой код, который вот в пространстве меня вот сделал таким, сделал мои мысли такими, мои слова такими, мой язык, с которым я разговариваю там с своей дочкой, да, таким, и через эти слова формирует мое отношение к миру, к реальности, к Богу, к людям. И я понимаю, в один момент я начинаю понимать, что вот такое отношение только формируется только через татарский язык или там понимание татарской культуры, через понимание корней, через прослушивание качественной, хорошей там музыки. Я могу выстраивать отношения через русскую культуру, потому что я разговариваю на русском, вот эти речевые обороты формируют иное отношение. Я могу через английский как бы видеть мир немного другим, ощущать по-другому людей. И я понимаю, что я богатый человек посредством того, что я знаю несколько языков. И я очень рад, что у меня родной язык татарский, и что он сформировал мое отношение к реальности. И поэтому, наверное, я понимаю ценность, важность того, насколько важно его сохранять наравне с другими языками, пожалуйста, но просто ты становишься свободнее, просто ты становишься богаче внутри и внешне,
ты становишься увереннее в себе, то, что нам сейчас так необходимо. Ну что, Альшат, мне кажется, было интересно. Я надеюсь, что мы увидимся на премьере фильма. Я надеюсь, что будет создана комиссия, о которой ты говорил. И я надеюсь, что ты станешь востребованным действительно режиссером. И мы еще поговорим о том, как Сокуров собирал свою команду, чтобы сделать кино или открыть нечто новое в этой жизни, найти новый смысл. Ну что, это была программа «7 мне плюс». У нас в гостях был кинорежиссер, а точнее, как мы сегодня определили в ходе интервью, все-таки скорее продюсер Ильшат Рахимбаев. Было очень интересно. Всего доброго, до свидания. Благодарю. До свидания.